Продолжаем эфир нашего канала выпуском новостей. В студии Василий Раченко и коротко о главных темах. Рискованный и сверхурочный труд на передовой должен быть оплачен соответствующе. Владимир Путин ввел федеральные доплаты медработникам. Полицейские приступили к патрулированию улиц Нерюнгри. Нарушители режима самоизоляции будут наказывать рублем. Никто не забыт, ничто не забыто. В память о якутских бойцах в Калининградской области установили монументальную плиту. Президент России в рамках совещания с главами регионов предложил новые меры по борьбе с коронавирусом. Также Путин обратился к россиянам и призвал их непременно выдержать режим самоизоляции, чтобы наступил перелом в борьбе с коронавирусом. Владимир Путин назвал безусловным приоритетом повышенную готовность медучреждений и наращивание их ресурсов. Необходимая федеральная поддержка на эти цели уже выделена и поступила в регионы. В том числе более 33 миллиардов рублей направлено на развертывание дополнительных специализированных, полностью оснащенных коек в больницах, инфекционных отделениях. Еще порядка 13 миллиардов рублей выделено на закупку медицинской техники, включая аппараты искусственной вентиляции легких, а также реанимобилей и машин скорой помощи, которые начнут поступать в регионы уже в апреле. Президент поручил Кабмину и Центральному банку подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса, которая позволит компаниям сохранять занятость и доходы сотрудников. Путин отметил, что государство будет в первую очередь помогать тем компаниям, которые сохраняют занятость. Он потребовал не закрывать грузовое и транспортное сообщение между регионами. На 6 месяцев распространится отсрочка по уплате страховых взносов в соцфонды на все пострадавшие предприятия среднего и малого бизнеса. Поручаю правительству с участием Центрального банка в 5-дневный срок подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса. Она должна позволить компаниям максимально сохранять занятость, доходы сотрудников. Понимаю, что предпринимателям приходится непросто. Но вы видите, уважаемые друзья, что так происходит везде, практически во всем мире. Падает спрос, сокращаются заказы. Многим компаниям не просто приходится, особенно в сфере услуг. Многие закрыты. Это серьезное испытание для каждого предпринимателя, его деловой репутации. Уверен, что бизнес, думая о будущем, приложит все силы, чтобы сохранить свои коллективы и свои команды. И именно такой ответственный, зрелый подход мы будем поддерживать. Как сообщил глава Якутии Айсен Николаев в прямом эфире канала «Россия-24», в регионе развернуто необходимое количество коечных мест и принимаются все меры для борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Напомним, в Якутии уже развернуты 485 коек для этих целей, а также 170 коек с обеспечением аппаратами искусственной вентиляции легких. Свой неоценимый вклад вносят и крупные региональные компании, выделяющие собственные средства на закупку необходимого оборудования. Медперсонал готов к работе. Он уже сегодня борется с инфекцией, оказывая лечение зараженным и изолируя их. Готовы в случае необходимости развернуть дополнительные бригады медиков. Сейчас проходят обучение по 10 разным программам стажеры и студенты медицинского института СВФУ, чтобы потом в случае необходимости можно было привлечь их к борьбе с заболеванием. Последнее, что бы хотелось спросить у вас по поводу мер поддержки для бизнеса и населения. Минута. Это очень важная тема. Мы в республике уже два таких серьезных документа приняли по поддержке малого бизнеса и по поддержке в целом отраслей экономики. Наша главная задача, чтобы сохранить занятость, чтобы как можно меньше людей осталось без работы, но и доходы людей, качество жизни людей не падало. У нас есть меры и по малому бизнесу очень существенные, порядка миллиарда рублей уже принято так. И сейчас мы занимаемся уже нашими системообразующими предприятиями, потому что, конечно же, например, наши авиационные компании серьезно пострадали. Сегодня мы видим достаточно серьезный кризис и в алмазной промышленности. Есть проблемы и у других инфраструктурных компаний. Уверен, что при той поддержке, которую сейчас оказывает нам федеральное правительство, благодаря решениям президента страны, мы с задачей справимся. Также глава Якутии сегодня в ходе брифинга по эпидобстановке в регионе поделился своим мнением о выступлении Владимира Путина. Очень серьезная, существенная помощь регионам, но и президент уже потом отдельно в ходе
видеоконференции с главами регионов отдельно попросил, чтобы региональные выплаты обязательно были сохранены. Мы это, безусловно, поддерживаем. И поэтому у нас сейчас медики, которые, еще раз говорю, заняты непосредственно на борьбе с коронавирусной инфекцией, будут получать выплаты и федеральные, и выплаты региональные. Эпидобстановка в регионе остается без изменений. Зарегистрировано 16 человек с коронавирусной инфекцией, 8 выздоровели и 8 продолжают лечение. Часть из них уже на этой неделе готовится к выписке. Об этом глава Якутии также сообщил сегодня в ходе ежедневного брифинга по эпидобстановке. За вчерашний день увеличили количество анализов до 646, все отрицательные. Результаты самоизоляции подведут завтра на заседании оперативного штаба. Также Айсен Николаев напомнил о том, что режим самоизоляции на 4 территориях региона теперь носит обязательный характер. Как вы знаете, я вчера по согласованию с федеральными органами власти изменил указ. Он уже из рекомендательного стал обязательным для самоизоляции. Много вопросов о каких-то там спецпропусках на транспорт и так далее. Так мы пока не видим необходимости введения спецпропусков. Но еще раз говорю, что те категории лиц, которые в обязательном порядке должны быть самоизолированы, это в первую очередь касается лиц старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями, также лиц, прибывших из-за границы в республику и прибывших уже из других регионов нашей страны. Эти мероприятия должны быть неукоснительно соблюдены. И более того, сегодня и правоохранительные органы, и органы административного надзора уже следят за исполнением именно этими категориями людей. Так и вот как раз те штрафы, о которых много говорится, в первую очередь могут быть применены к нарушителям именно из этих дисциплин, вот именно этих категорий населения. Состояние пациентов с коронавирусной инфекцией стабильное. Главврач Якутской клинической больницы дал комментарий нашему телеканалу. Давайте послушаем. На 9 апреля 2020 года в инфекционном отделении Якутской республиканской клинической больницы находится 8 пациентов. Состояние наших пациентов без отрицательной динамики, все продолжают получать лечение. Еще раз напомню, что режим самоизоляции был введен на 4 территориях. Это Якутск, Жатай, Мирнинский и Нерюнгринский районы. И накануне в столице Южной Якутии сотрудники полиции усилили патрулирование. Поднят весь личный состав ОМВД по Нерюнгринскому району. Лиц, не соблюдающих режим самоизоляции, привлекут к административной ответственности и накажут рублем. Уважаемые жители города Нерюнгри и Нерюнгринского района, с 8 апреля 2020 года сотрудники полиции будут патрулировать улицы города Нерюнгри и населенных пунктов района в усиленном варианте, чтобы возвращать граждан в свои квартиры и дома. Эти мероприятия проводятся с целью выполнения указа главы республики, чтобы люди не стали носителями инфекции и не допустили ее распространения в нашем районе. Проявите гражданскую ответственность, оставайтесь дома, берегите себя и своих близких. О том, как провести самоизоляцию с пользой, позаботились не только видеоплатформы и фитнес-приложения. Республиканский архив совместно с Национальной библиотекой предлагает каждому пролить свет на историю своей семьи. О том, как это работает, материал нашего корреспондента Саргаланы Неустроевой. Не так давно Национальный архив республики начал оцифровывать свои данные. Это значительно облегчило доступ к документам былых времен людям, заинтересованным не только. Сейчас же все материалы также разместили на сайте Национальной библиотеки. Если рассказать о сегментах и тематических подборках электронной библиотеки Национальной библиотеки, то наиболее популярной тематической подборкой в эти дни является подборка «Семьи Якутии. Память рода». И все эти данные сейчас находятся в свободном доступе в нашей электронной библиотеке. И читатели, если, допустим, захотят узнать что-то многое о своих предках, могут свободно зайти и пользоваться этими данными. Для удобства каждого из пользователей материалы на сайте расположили по названиям улусов и наследов. В подборку вошли документы всех районов республики. Данный проект очень значимый для чего? Для того, чтобы посмотреть состояние наследов в 20-е годы, в тот период, когда только-только наслега начинает становиться
И тот привычный облик деревень, который мы наблюдаем сейчас, он 20-е годы только начал формироваться. И самое отрадное то, что можно, не отходя от дома, сидя в кабинете, сидя там на кухне, например, да, через ноутбук посмотреть историю своей семьи. В подлинности найденной информации можно не сомневаться. По ним возможно узнать поименный состав семьи, количество десятин и даже скота. В коллекцию включены поселенные книги и посемейные списки с 1926 по 1928 годы. Как и у многих семей Якутии, у нас были вопросы относительно состава семьи наших предков, о полных именах некоторых его членов и о годах рождения. И благодаря этим поселенным книгам, к счастью, удалось восстановить часть этой информации. Точные данные о том, как их полностью звали, в каком году они родились, помогли мне углубиться в историю семьи вплоть до середины XIX века. Теперь провести период самоизоляции действительно можно с пользой. И что самое главное, интересно. Ведь история родословной – это история твоей родины. Это то, что объединяет каждого. А именно это нам сейчас как никогда необходимо. Сарглана Неустроева, Якутск. В память о якутских бойцах в поселке Корнево Калининградской области установили памятную плиту. В годы войны там шла восточно-прусская операция. Южнее Кёнигсберга находился сильнейший узел обороны фашистов. Советским солдатам удалось отбить немецкие контратаки и штурмовать город. Взятие длилось 11 дней. Победа была за Красной армией. Но потери оказались колоссальные. По данным военных материалов, на братских могилах Калининградской области покоятся 15 якутских бойцов. Здесь похоронен якутский солдат, высечено на гранитном камне. Увековечение их подвига прошло при поддержке постоянного представительства Якутии при президенте России. Торжественное открытие памятника, приуроченное к 75-летию Победы, перенесено в связи с эпидемиологической ситуацией. Это единственный, наверное, памятник воинам из Якутии, якутянам, да, якутам, который располагается на территории Восточной Европы. На сегодняшний день из-за пандемии коронавируса пришлось отменить. Там аж 60 человек хотели приехать, целая делегация из Верхоянского района, с Москвы планировали прилететь, с Питера планировали прилететь, да, приехать на эти мероприятия. Но в связи с коронавирусом пока перенесли. Я не думаю, что этот коронавирус будет вечен. В соответствии с планом мероприятий мы этот монумент установили, поставили на постамент. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь на нашем канале.